Здравствуйте, я здесь, чтобы раскрыть кое-что чрезвычайно важное. До меня дошло божественное послание, и мне нужно поделиться им с вами. Сегодня ночью в вашей жизни произойдет необъяснимое и необыкновенное событие. Через 30 минут признаки начнут проявляться. Обратите на это пристальное внимание, вы не можете игнорировать это. Бог не может позволить, чтобы это послание осталось незамеченным, чтобы избежать будущих сожалений. Вам очень важно знать об этом, потому что сегодня вечером это произойдет из того места, которого вы меньше всего ожидаете. Я прошу вас сохранить это в тайне, и в конце я буду молиться вместе с вами за все благословения, которые вот-вот материализуются в вашей жизни. Пожалуйста, умоляю вас, не оставьте это незамеченным. Очень важно каждый раз, когда вы слышите слово «прими» или любой другой термин, который вам резонирует, немедленно прокомментируйте: «Я принимаю, Отец, чтобы благодать могла начать течь в вашу жизнь». Сохраните это видео как свидетельство, потому что чудеса, которые последуют за этим, будут бесценны. Аминь. Поэтому оставьте здесь свой комментарий, подтверждая и получая все благословения, подтверждающие вашу приверженность чуду, которое уже на пути к вам. Добро пожаловать на канал «Бог говорит вам это сегодня». Внимательно слушайте божественные слова, предназначенные для вас. Он хочет сообщить, что уже в пути исключительный подарок, величайший из всех, что вы когда-либо получали. Скоро вы поймете. Вам нужно было проявлять такое мужество даже перед лицом невзгод. Необыкновенное событие вот-вот произойдет. Это просто вопрос ожидания с надеждой и непоколебимой верой. Все вот-вот изменится раз и навсегда. Аминь. Ваша судьба вот-вот возвысится. Все, чему вы научились, будет вознаграждено вдвойне. Будь настороже. Через 66 секунд, считая с этого момента, вы испытаете трансформацию, если продолжите со мной все это время, сохраняя веру и смиренное сердце. Присутствие Святого Духа покроет вас. Аминь. Сохраните это видео как конкретное свидетельство грядущих благословений, потому что они придут неожиданно. Не бойся. Верьте и овладевайте каждым словом. Оставьте комментарий со словами «Я верю в Бога, Отец», чтобы продемонстрировать, что вы приветствуете эту благодать. Ваше присутствие здесь уже является знаком. Ты знаешь почему? Несмотря на то, что мы грешники, Бог по-прежнему глубоко любит нас. Ответ на этот вопрос может отличаться от того, что вы ожидаете. Но больше вы узнаете позже. Итак, сохраняйте свое внимание и не отвлекайтесь. А пока знайте, что вы один из немногих, избранных для получения этого подарка. Слава Богу, что вас выбрали. Ваша решимость укрепляется больше, чем вы можете себе представить, как в вере, так и в уме. Все, что вы преодолели до сих пор, должно было помочь вам вырасти и раскрыть свой внутренний потенциал. У вас есть возможность выздороветь, ничто не может остановить вас. Помните, битва не ваша, это Божий, и Он уже вышел победителем. Получите эту уникальную благодать. За 26 секунд вы узнаете несколько очень важных вещей для вашего путешествия сюда, помимо того, что узнаете, кто о вас говорит. Будьте внимательны к знакам и не пропускайте их, чтобы не пожалеть. Когда вы чувствуете, что достигли предела, напомните себе, что ваша сила исходит от Него. Если вы столкнулись с финансовыми трудностями, в этом месяце вас ждет провиденциальное вмешательство.
Верьте, доверяйте Божественному, никогда не сдавайтесь, ибо Он оставляет для вас необыкновенные планы. Препятствия будут преодолены, и ваше путешествие будет озаряться каждым восходом солнца. Откройте свое сердце этому вдохновению. Сегодня в считанные часы может произойти что-то впечатляющее, но в конце этого видео вы увидите знак. Помните, сегодня нас ждет что-то позитивное. Исцеление близко, ваши молитвы будут услышаны, финансы будут благословлены, приближаются новые возможности. Будь готов. То, о чем вы молились, приближается, и Бог скоро ответит на ваши просьбы. Получите этот подарок. Оставьте бремя, которое вы не можете контролировать, в руки Бога. Он обо всем позаботится. Будьте сегодня бдительны, потому что Бог работает в тишине, сражаясь за вас. Бог приготовил для вас особый сюрприз, даже если вы его не ищете. Финансовые благословения, о которых вы просили, будут даже грандиознее, чем вы себе представляли. Сохраняйте свою веру сильной и доверяйте Богу, потому что у Него есть для вас впечатляющие планы. Откройте свое сердце этому откровению. На протяжении всего этого видео Бог приготовил для вас сюрприз. Смотрите, ничего не пропуская, чтобы потом не сожалеть. Одна из тайн, которая скоро будет разгадана, связана с тем, чем вы сейчас занимаетесь. Вы помогаете другим и делитесь Словом Божьим. Итак, комментируйте со всей вашей преданностью. Евангелизация необходима, друзья мои. Откровение, которое собирается сделать Бог, поистине необычно. Он откроет двери, наполненные благословениями, успехом и возможностями, которые находятся за пределами воображения. Это откровение связано с тем, что вы делаете сейчас, и хорошие дела уже в пути. Вы здесь, потому что готовы помогать окружающим. Когда вы распространяете любовь, сострадание и помощь, вы следуете замыслам Бога. Поверьте, Бог наблюдает за всеми вашими действиями. Финансовые благословения, к которым вы стремитесь, уже в пути, и они будут даже больше, чем вы можете себе представить. Теперь давайте выразим благодарность Богу за эти предстоящие благословения, за эти деньги, которые Он нам даст. Потому что деньги не самое главное в нашей жизни, и мы это знаем. Процветание, которое предлагает нам Бог, превосходит любую сумму денег в этом мире. Однако, конечно же, Бог не хочет, чтобы мы были нуждающимися или голодными, поэтому Он обеспечивает все, что нам нужно, и дает нам силы, совершая для этого чудеса. Мы можем наслаждаться обновленным существованием, жизнью в изобилии. И если вы действительно верите, что именно Бог обеспечивает нас всем, что нам нужно, и даже сверх того, что мы можем себе представить, подтвердите с верой, что Бог всегда прекрасен. Помните, не переживайте из-за того, что вы не можете контролировать. Бог главный и борется за вас. Примите это послание, держите глаза широко открытыми, потому что Бог работает в тишине, готовя для вас исключительный путь. Возможности открываются именно в этот самый момент, и очень важно, чтобы вы были готовы действовать смело и уверенно. Бог хочет, чтобы вы поняли, как только Он поделился этой тайной, в вашей жизни произойдет много чудес. Продолжайте смотреть, ведь у Бога еще есть сюрпризы специально для вас. Дорогие друзья, никогда не теряйте надежды, никогда не переставайте верить в божественную помощь. Ваши молитвы будут услышаны, и финансовый прорыв, которого вы так долго ждали, уже в пути. Примите это послание с сердцем, наполненным радостью и благодарностью.
Долгожданный момент приближается. Я пророчествую со всей своей верой, что Бог принесет невероятную финансовую сумму, намного превосходящую все, что мы можем себе представить. Это похоже на приближающийся поток благословений. Примите это послание, поверьте, друзья мои, что Бог собирается наполнить вашу жизнь процветанием. Менее чем за 2 часа вы станете свидетелем чудес, которые принесут радость, комфорт и финансовую стабильность, как никогда раньше. Представьте вместе со мной, что вы открываете свой банковский счет и видите удивительную сумму, которая решит все ваши финансовые проблемы. Представьте, что наконец-то осуществились мечты и проекты, которые вы так долго откладывали. Бог говорит: примите это благословение во имя Мое. Если вы верите, и если вы готовы принять, тогда подтвердите мне сейчас, что я готов. Вот Божье послание для вас сегодня. Доверьтесь мне полностью, все будет даровано вам. Улыбнись сейчас, дитя мое. Улыбайтесь и верьте моим словам. Почувствуйте, как ваше тело расслабляется в присутствии Святого Духа. Если вы смотрите это видео, то это не случайно. Бог говорит вам это сегодня. Возлюбленные, вы были избраны для получения этого необычайного благословения. Это Божья благодать, готовая чудесным образом преобразить вашу жизнь. Благодарите Господа, ибо Он не только удовлетворит все ваши нужды, но и превзойдет ваши ожидания. Визуализируйте свою жизнь, наполненную радостью, миром и процветанием, превосходящим то, что вы можете себе представить. Держите свои сердца и умы открытыми, потому что Богу еще есть что открыть. Тайна благословения, которое вы ищете, это только начало невероятного путешествия. Поверьте, дорогие, сегодня тот день, когда ваши финансы преобразятся. У Бога есть необычайная цель для каждого из вас, и сейчас Он действует, чтобы исполнить ее. А теперь, любимая моя, слушай внимательно. В любой момент на ваш банковский счет может поступить невероятная сумма, например, 1 миллион реалов. Правильно, 1 миллион реалов. Это сила веры и божественного проявления. Примите это слово, визуализируйте телефонный звонок, который навсегда изменит вашу жизнь, принеся невообразимые благословения и возможности. Этот призыв может поступить в любой момент, потому что Бог всегда работает в нашу пользу. Представьте, что вы лежите в постели и отдыхаете, как вдруг, проснувшись, получаете отличную новость. Новость, которую все узнали до вас. Вы выиграли мега-сено. Представь это. Если это желание вашего сердца, это может произойти. Но помните, для Бога нет ничего невозможного. Бог только говорит нам, как заботливый Отец: «Сын, имей мудрость, деньги приходят и уходят, а вечная жизнь тех, кто ищет моего присутствия, длится вечно». Поэтому даже если вы выиграете мега-сену, не забывайте оставаться скромным и щедрым. И когда наступит этот славный момент, не забудьте от всего сердца выразить свою глубокую благодарность Богу, ибо Он является источником всех этих благ. Поддерживайте постоянную связь посредством молитвы и благодарности, и наблюдайте, как невообразимым образом изменится ваша жизнь. Возлюбленные, помните, что наша вера – наше самое ценное сокровище. Верьте в божественные обещания и смело заявляйте: «В этот момент я смело и с открытым сердцем принимаю Божьи финансовые благословения». Прошу вашей помощи, чтобы поделиться и распространить Слово Божье среди еще большего числа людей, вместе освещая каждый уголок божественным светом. Немедленно поделитесь информацией со всеми своими.
контактами в WhatsApp, потому что очень важно действовать сейчас и стать агентом трансформации в жизни близкого вам человека. Этот человек сегодня взывает об этом слове. Очень важно распространять евангельское послание. Предложите им также отправить это видео всем своим близким, потому что многие благословения будут высвобождены, двери широко распахнутся, финансовое бремя будет снято, а тьма депрессии рассеется навсегда. Тревога больше не будет иметь над вами власти. Примите это слово с убежденностью, пророчите его в свою жизнь в этот самый момент. Бог желает передать вам это послание прямо сейчас. Знайте всем, кто слушает этот момент, что Бог приносит исцеление от всех ваших невзгод. Тень депрессии больше не будет влиять на вашу жизнь. Всякая злоба и зависть в это же мгновение отбиваются. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что каждый сын и дочь в этот момент настроились на Твой голос. Пусть Господь коснется их сердец и окутает их своим освещающим пламенем. Пусть каждый человек, услышавший сегодня Твой голос, станет свидетелем настоящего чуда в своем доме. Пусть печаль, тоска и зависть будут изгнаны из их жизни в этот самый момент. Пусть зло никогда не найдет пристанище в домах тех, кто смотрит сегодня. Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за Твою неиссякаемую милость. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Хвала нашему всемогущему Господу, Царю царей! Хвала единой и могучей Святой Троице, ибо Отец, Сын и Святой Дух зачали нас, и мы принадлежим им. Благодарю Тебя, Отец, за Твою бесконечную милость. Поделитесь этим посланием благословения со всеми и при этом провозгласите, что Бог открывает это вам сегодня. Давайте объединим усилия, чтобы достичь цели, доставить этот уникальный и замечательный подарок 1 миллиону человек. Да, верьте в это. Бог показывает свою любовь ко всем вам. В Библии мы находим Его чудесные предсказания для наших путешествий. Если бы Он присутствовал сейчас, Он наверняка сказал бы вам: «Я хочу общаться со всеми вами, чтобы усилить мудрость и сострадание, которые пронизывают Вселенную. Доверьтесь плану, который Я, ваш Создатель, установил. Сохраняйте спокойствие. Знайте, что Я всегда рядом с тобой, направляя тебя на каждом этапе пути. Дитя мое, финансовое благословение удивит тебя, придя в непредсказуемый момент. Богатство вольется в твою жизнь и придет из источников, о которых ты даже не подозревал. Сохраните это видео как ценное свидетельство. Примите это благословение. Обратите внимание на каждое из этих слов, ведь сегодня специально для вас хранится секрет. Крайне важно, что это произойдет через 3 часа. Не пренебрегайте этим божественным посланием. Утвердите в своей жизни: «Я процветаю, я благословлен, я наслаждаюсь изобилием. Богатство течет ко мне со всех сторон и остается со мной, укрепляя мое процветание». Послушай, Бог хочет, чтобы ты только попросил о чуде и сделал то, что необходимо. Доверьтесь Богу, ищите возможность трудоустройства, и Он тронет сердце человека, который вас слышит. Говорите убедительно и верьте всей своей верой в Бога. Комментируйте с верой: «Победа за нами. Кровью Иисуса». Если вы верите в Бога, подпишитесь на наш канал и поделитесь со всеми христианами, которым сегодня нужно чудо. Раскройте этот дар в своем путешествии. Повторяйте за мной в этот чудесный день: «Я процветаю, я божественно благословлен, я заслуживаю богатства, я удачливый человек».
Это видео, которое раз и навсегда изменит вашу жизнь, и не только вашу. Давайте евангелизировать 1 миллион душ. Поэтому отправьте это видео сейчас всем верующим. Давайте достигнем 1 миллиона человек, жаждущих Христа. Давайте произведем революцию в их финансах раз и навсегда. Ты заслуживаешь это. Давайте пророчествовать и комментировать здесь благодарность, Отец. Держитесь твердо в своей вере и доверяйте Богу, ибо у Него есть необычайные и особые замыслы для вас. Финансовые благословения, о которых вы просили, будут исключительными. Примите эту благодать и поделитесь ею со всеми в своем WhatsApp прямо сейчас. Крайне важно действовать сейчас, потому что Бог призывает вас изменить жизни тех, кто вас окружает в этот момент. Когда вы делитесь этими видео, всегда говорите: «Бог говорит вам это сегодня». Не игнорируйте это. Давайте поделимся, присоединившись к нашему движению, которое произведет революцию в жизни всех, кто слушает. Вы поддерживаете других в их путешествиях и помогаете распространять Слово Божье. Комментируйте. Евангелизация необходима, чтобы наш всемогущий Бог придал вашему пути еще больше смысла и благословений. В следующие 3 часа ваша вера будет вознаграждена благодатью, которую вы ищете, переживая великолепные моменты. Ваша жизнь будет наполнена радостью, энтузиазмом и благополучием. Доверьтесь силе веры. Получив это откровение, прокомментируйте: «Благодарность, Отец Небесный, теперь излучая веру». Повторяйте эти утверждения каждое утро вместе со мной, веря, что они обладают силой проявлять божественные благословения в вашей жизни. Позвольте этому прогнозу стать частью вашего ежедневного путешествия. Пусть любящее присутствие Бога продолжает вести вас к жизни в изобилии и процветании. Не забудьте поделиться этим посланием с теми, кого вы любите, чтобы они тоже могли испытать Божье благословение. Одно из великих добрых орудий, которое у нас есть, это искать Отца в близости, пророчествуя с верой и визуализацией. Это возможно в одиночку, но это непросто. Аминь. Вот почему мы создали молитвенное издание, думая о том, как облегчить его чтение и углубить во Христе. Я приведу вам пример того, как работает преданность. Представьте, если бы у вас был доступ к номерам Мегасина. Ты всегда будешь играть и побеждать, верно? Ну, благочестие – это почти так. Вы берете ее, читаете с верой, и чудесным образом ваша жизнь начинает процветать. Итак, если вы хотите выиграть лучшую мегацену жизни, то есть процветание Господа нашего Иисуса, нажмите на ссылку в закрепленном комментарии и получите свое посвящение. Сайт, на который вы попадете после перехода по ссылке, полностью безопасен. У нас есть доступ ко всем видам платежей, которые помогут вам. Ваше преданное письмо придет по электронной почте сразу после покупки. Конечно, если покупка совершена по банковскому чеку, книга будет отправлена через 2 дня после оплаты. Знайте, что вы ничем не рискуете, поскольку, как будто молитва не является дождем благословений, у вас есть 7 дней, чтобы запросить возврат средств и получить свои деньги без головной боли. Мы с нетерпением ждем возможности видеть вас с нами. Нажмите на ссылку в закрепленном комментарии и получите свое посвящение. Бог говорит вам это сегодня. Это больше, чем просто религиозная книга. Это практическое руководство, которое будет сопровождать вас в вашем духовном путешествии. С его помощью вы углубите свою связь с Отцом и научитесь применять уроки, которые вы уже начали узнавать в этом видео.
Представьте себе, что каждое утро вы начинаете с божественного вдохновения, получаете руководство и поддержку для решения всех задач, которые преподносит вам жизнь. Эта книга подобна личному духовному наставнику, который всегда рядом с вами, вдохновляя вас на достижение финансовых благословений и процветания, которых вы заслуживаете. Пойдем вместе. Это возможность для вас еще больше углубить свое духовное путешествие. Ибо все, кто его приобрел, разделяют одну и ту же веру и представляют, насколько сильны мы можем быть вместе как замечательная семья. Итак, если вы хотите продолжить это путешествие с Богом вперед и испытать настоящую трансформацию в своей жизни, Бог говорит вам это сегодня, это руководство, которое вам нужно. Спешите перейти по ссылке в комментарии и получить свой, а также получить еще 3 невероятных бонуса. Теперь, с большой верой, давайте перейдем к нашей последней молитве обильного благословения. Дорогой Бог, для полной реализации Твоих благословений, я прошу Тебя благословить Своей бесконечной благодатью тех из Твоих детей, которые слушают, чтобы сегодня они могли получить все, о чем просят у Господа, если придет время им освободиться. Христос, спасибо, что Ты слушаешь нас и любишь нас безоговорочно. Мы доверяем Вам. Аминь. Эта неделя обещает стать для вас чудесной, поскольку в вашу жизнь вот-вот войдет то, чего вы с нетерпением ожидали. Приготовьтесь получить это благословение и подтвердите свою готовность, набрав 1111. В Евангелии от Иоанна 14 часов 27 минут обещано, что Иисус дарует нам мир ума и сердца, дар, который мир не может предложить. Поэтому нам не следует питать страх или беспокойство. Соберите вещи для нового дома, приготовьтесь к использованию нового автомобиля и начните планировать свое путешествие. Вы находитесь на грани получения всего этого. Если верите, напишите «Да». Псалом 42 уверяет нас, что Бог вытаскивает нас из глубины отчаяния, мрака запустения и ставит наши ноги на твердую почву, направляя наши шаги. Давайте вместе помолимся мощной молитвой. «О Боже, Твой путь священ, и ни одно божество не сравнится с Твоим величием. Вы являетесь организатором всех событий, и сегодня мы стоим перед Вами, чтобы засвидетельствовать Ваше глубокое влияние на нашу жизнь. Во имя Иисуса мы молимся. Мы выражаем нашу благодарность Тебе, дорогой Бог, за Твое земное присутствие, за постоянное просвещение среди тех, кто внимает Твоему Евангелию, и тех, у кого искреннее сердце, независимо от их религиозной принадлежности. Пусть они узнают Ваш свет и достигнут спасения через Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы Ваше сияние продолжало ярко сиять в нашей жизни, позволяя нам лучше понимать Вас. Мы умоляем Вас помнить всех тех, кто призывает Вас, особенно Ваших последователей, и пусть Ваша благодать пронизает всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Как община, мы стремимся быть маяком света во имя Твоего, служа Тебе, где бы мы ни находились. Мы просим всех, кто любит Вас, написать «Аминь». Давайте распространим 7 библейских отрывков, чтобы воодушевить тех, кто чувствует себя истощенным. Во-первых, мы никогда не должны уставать совершать добрые дела, потому что в нужный момент мы пожнем щедрое благословение, если будем упорствовать. Во-вторых, те, кто скорбит сейчас, со временем обретут смех. Печаль может длиться всю ночь, но радость приходит с рассветом. В-третьих, женщина, обратившаяся к Богу по имени, молясь обратившемуся к ней Богу, признала Бога тем, кто видит ее. В-четвертых, Бог удовлетворит все ваши нужды по своему богатству и славе через Христа Иисуса.
В-пятых, Божья доброта приглашает нас принять участие в Его вечной славе через Христа Иисуса. Перенеся непродолжительное страдание, Он укрепит, поддержит и укрепит нас, поставив нас на прочное основание. В-шестых, Иисус дарует нам мир, а не так, как мир. Поэтому мы не должны позволять нашим сердцам тревожиться или бояться. С этого момента начнутся ваши лучшие дни. Вы почувствуете исцеление, искренняя любовь найдет вас, а финансовые благословения охватят вас и вашу семью. Если вы готовы к этому подарку, наберите 1515. 2 Тимофею 1:7 напоминает нам, что Бог дал нам дух не страха, но силы, любви и воздержания. Небесный Отец, сегодня я смиренно предстаю перед Твоим божественным присутствием, ища Твоего чудесного исцеляющего прикосновения. С сердцем, полным надежды, я прихожу к Вам, потому что Вы пообещали восстановить мое здоровье и залечить мои раны. Господь, я умоляю Тебя даровать мне крепкое, прочное здоровье, свободное от тисков греха, болезней и немощей. Проходя этот жизненный путь, я осознаю, что Ваше исцеление и здоровье сопровождают меня на каждом этапе. Я нахожу утешение в том, что Иисус понес все мои недуги и болезни, и я принимаю решение не позволять болезням управлять моим телом. Сама суть Твоей жизни, а Боже, пульсирует в каждой клеточке моего существа, делая исцеление и восстановление неизмеримыми. Умоляю Тебя, Отец, пусть драгоценная кровь Твоего Сына очистит мое тело, искоренив все следы немощи и немощи, таящиеся внутри, от макушки моей головы до подошв моих ног. Позвольте Вашему божественному прикосновению устранить все нездоровые клетки, восстанавливая мое тело так, как можете только Вы. Во имя Иисуса, вдохни жизнь в мое тело и позволь Своей целительной силе восстановить мое здоровье. С непоколебимой верой я ищу Вашего божественного вмешательства и исцеления от инфекций и воспалений, поражающих мое тело. Господь, я уверен в Твоей целительной силе в моей жизни и верю в Твое чудесное исцеление. Я молюсь о сверхъестественном исцелении, которое выйдет за пределы хронической боли и избавит от нее Вашей божественной благодатью. Небесный Отец, я приближаюсь к Тебе со смирением и благодарностью, зная, что Твоя любовь и исцеляющая благодать безграничны. Пусть Твоя чудесная рука и дальше будет творить чудеса в моей жизни, и пусть я буду служить живым свидетельством Твоей славной целительной силы. Во могущественное и драгоценное имя Иисуса я возношу эту молитву. Аминь. Бог умоляет вас сосредоточиться на Нем сегодня. Вы были слишком озабочены собой вместо того, чтобы искать Его. Вы пытались поступать по-своему, вместо того, чтобы спрашивать Его указаний. Он любит тебя. Послание к Ефесянам 4 часа 32 минуты призывает нас быть добрыми и сострадательными друг к другу, прощая друг друга так же, как Христос простил нас. Аминь. Ваш сезон засухи закончился, и вас скоро осыпают благословениями, исцелением, позитивными изменениями, любовью, новыми возможностями и благосклонностью. Ваши самые полезные молитвы вот-вот будут услышаны и проявлены. Введите «да» для подтверждения. Бог уверяет вас, что на этой неделе к вам придет долгожданное чудо. Волны перемен быстро приближаются, и Он обещает вам много раз восстановить все, что вы потеряли. Не позволяйте бремени трудных обстоятельств обескуражить вас. Он услышал ваши молитвы и готов протянуть свою руку, чтобы освободить вас от бремени, причиняющего боль, недоумение и беспокойство.
Вы поступили исключительно хорошо, найдя утешение в Его Слове и пожертвовав свое драгоценное время и преданность. Он испытывает к вам огромную привязанность, особенно когда вы уходите в свою комнату, окруженной тишиной и тайной, чтобы поклоняться Ему. Всевышний готов освободить вас от груза страданий, смятения и беспокойства, которые вас тяготят. Вы замечательно преуспели в том, что нашли утешение в Его учениях и посвятили Ему свое драгоценное время и преданность. Когда вы уходите в тихое уединение своей комнаты для поклонения, Его любовь к вам сияет. В своей жизни я хочу прикоснуться к жизням тех, кто борется, и стать вдохновляющим маяком. Я надеюсь, что моя жизнь станет живым отражением Вашего величия, и Ваши благословения обильно изольются во все аспекты моего существа. Я верю в Ваше божественное обеспечение, поскольку Вы – мой источник силы и изобилия. Смиренно приближаюсь сегодня к Твоему присутствию, Отец Небесный, ищу Твоей помощи и защиты. Ваше учение в стихах 1 и 2 Псалма 121 напоминает мне, что моя помощь исходит от Вас, Создателя неба и земли. В трудную минуту Ты мое убежище и сила. Я поднимаю глаза к Вам, признавая, что Вы – мой главный источник помощи. Я прошу Вашего божественного руководства, пока я пробираюсь сквозь хитросплетение жизни и делаю выбор, соответствующий Вашей воле. Я молюсь, Господь, чтобы Ты пришел мне на помощь, даруя победу над любым противником, который может попытаться помешать моему прогрессу. Разрушьте замыслы тех, кто желает мне навредить, ибо Вы моя искренняя поддержка и защита. Я полностью доверяю Вашей помощи, особенно в вопросах финансов и обеспечения. Я уверен, что Вы откроете врата рая, чтобы пролить на меня благословение. Защити меня от тактики врага и умножь свою благосклонность в моей жизни. Я с верой заявляю, что все, к чему я прикасаюсь, будет процветать, и, призывая Твое имя, я буду благословением для других. Господь, направь мой путь туда, где я смогу изменить ситуацию к лучшему и протянуть руку помощи нуждающимся. Пусть мои слова будут наполнены любовью и ободрением, приближая к Вам других и распространяя Ваш свет. Ты добрый и великодушный Бог, и я молюсь о благодати, чтобы смиренно служить Тебе и получать ежедневные благословения. Я исполнен благодарности, Отец Небесный, за Твое постоянное присутствие в моей жизни. Спасибо за то, что Ты мой постоянный источник силы и прибежища. Твое учение в Псалме 22:4 заверяет меня, что даже в самых темных долинах мне не нужно бояться, потому что Ты со мной, направляешь и утешаешь меня. Я доверяю Твоей защитной руке, Господь, и искренне прошу Твоего щита, чтобы защитить меня от всякого вреда. Избавь меня от любого зла, которое может причинить мне вред, и вдохни новую жизнь в любую область моей жизни, которая кажется застойной. В каждой ситуации, с которой я сталкиваюсь, я ищу Вашего божественного руководства. Пусть Твоя чудесная сила будет очевидна в моей жизни, и пусть Твоя благосклонность и благословения обильно текут каждый день. Я придерживаюсь Вашего обещания из Исайи 54:17, в котором говорится, что ни одно оружие, созданное против меня, не будет иметь успеха. Ты мой защитник, и я непоколебимо уверен в Твоей защите. Я покоюсь в знании, что я зеница Твоего ока и нахожу убежище под защитой Твоих крыльев. В эти моменты Вы отдаете Ему свою душу, обнажая свою боль и нужды у Его ног, часто купаясь в слезах. Ваше доверие к Нему очень ценно. Бывают моменты, когда вы не можете поделиться своими проблемами ни с кем другим,
и только вы и Он постигаете глубину вашей внутренней борьбы. Вы вынесли на своей спине этот тяжелый груз, но знайте, что Он здесь, чтобы помочь вам. Вы приблизились к Нему всем своим сердцем, и Он никогда не откажет вам в своем ответе. Вам нужна Его сила, вы жаждете мира, вы жаждете безмятежности, чтобы отдохнуть со спокойным сердцем и проснуться с радостью. Это ответ, который Он предлагает вам, и вы должны всем сердцем принять его. Доверьтесь обещанию, которое Он дал вам. Он ваш Бог, ваш друг, ваш пастор и ваш защитник. Он ваш защитник, и вместе вы победите. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Да здравствует наш чудесный воскресший Господь Иисус Христос! Я надеюсь, что это сообщение послужило для вас источником вдохновения. Если вы верите в это слово, Бог усмотрит. Мы ждем вашего благословляющего свидетельства. Он ваш Бог, ваш союзник, ваш пастырь и ваш защитник. Он ваш щит, и вместе вы одержите победу. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Хвала славному воскресшему Господу нашему Иисусу Христу! Пусть это сообщение воодушевит вас. Если вы верите в Его Слово, Бог обеспечит. Мы с нетерпением ожидаем вашего свидетельства о благословениях. Он жаждет вашего процветания во всех аспектах жизни. Если вы доверитесь этим обещаниям, вы станете свидетелем удивительных чудес. Если вы принимаете Божьи обещания, пожалуйста, ответьте «да». Приготовьтесь к сезону, отмеченному чудесами, благословениями и исцелением, когда мы вступаем в 2023 год, время новых начинаний, новых возможностей и духовного омоложения. Обилие благословений, которыми Бог изольет вас на этой неделе, вызовет у вас трепет. Приготовьтесь к сезону изобилия, мира и божественного вмешательства. Божьи ангелы будут охранять вас, защищая от любых злых намерений. Бог искренне желает наградить вас хорошим здоровьем, богатством и успехом, позволяя вам быть маяком благословений для других. Помните, вы не одиноки в этой борьбе. Настал ваш сезон выздоровления, и все, что враг украл у вас, включая ваше спокойствие, процветание и цель, будет полностью восстановлено Богом. Никогда не забывайте, что Бог является источником надежды, и вы можете жить жизнью, глубоко укорененной в вере в Него. Оставайтесь скромными и благодарными в это время изобилия, щедро делясь своими благословениями с другими и предлагая утешение и поддержку тем, кто в них нуждается. Вы можете смотреть в будущее с непоколебимым мужеством и уверенностью, зная, что Бог – ваш непоколебимый наставник. Независимо от проблем, которые могут встретиться на вашем пути, помните, что вы обладаете безграничной силой Бога внутри себя, всегда готовой помочь вам преодолеть их. Вступите в этот сезон исцеления и благословений с непоколебимой уверенностью, ибо Создатель Вселенной любит вас, заботится о вас и наблюдает за вами с непоколебимой защитой. Пусть Божья любовь наполнит вашу жизнь безмерным миром и благословениями, направляя вас на замечательное путешествие веры и изобилия. Используйте это священное время с максимальной пользой и всегда помните, что Бог всегда с вами, направляя ваши шаги и усердно наблюдая за вашими планами, чтобы обеспечить их реализацию. Если вы останетесь тверды в своей вере в Него, вы увидите чудесные явления, которые Он приготовил для вас. История вашей жизни, созданная Божественной волей, послужит вдохновением для других и вселит надежду тем, кто в ней нуждается. Мое дорогое дитя, прислушайся внимательно к моим словам,
потому что у меня есть необыкновенное откровение, которым я хочу поделиться с тобой. Ваша жизнь находится на пороге замечательной трансформации к лучшему. Ваш бизнес, карьера или работа будут процветать, а ваше финансовое положение значительно улучшится. Впереди вас ждут поразительные благословения и возможности, и я уверяю вас, что они наполнены божественным благоволением. Примите ожидание беспрецедентного богатства, любви и процветания. Даже когда обстоятельства могут показаться трудными, помните, что я внутри вас, и вас ждут поистине чудесные времена. Вы можете найти идеальную работу, встретить настоящую любовь или претерпеть невероятную трансформацию. Необычайные перемены произойдут всего через 3 дня. Всегда помните, что ключом ко всему является установление прочной связи с моим Сыном Иисусом. Он облегчит ваши печали и проведет вас через самые трудные испытания. Он никогда не оставит тебя. Небесный Отец, я прихожу к Тебе с сердцем, наполненным верой и доверием к Твоей неизменной любви и целительной силе. Слово Твое в Иак 5 часов 15 минут напоминает нам, что молитва веры исцелит больных, и Ты, Господи, поднимешь их, прощая грехи их. Обладая этим знанием, я подавляю все следы болезни, овладевшие моим телом, призываю драгоценную кровь Иисуса очистить меня. Я говорю авторитетно, приказывая укрепить мою иммунную систему, и прошу Тебя, Господь, оживить каждый орган моего тела, который, возможно, был ослаблен или поврежден. Пусть Твоя драгоценная кровь течет по моим венам и артериям, наполняя меня силой и жизненной силой Твоей божественной жизни. Пусть каждый уголок моего существа будет пропитан Твоей целительной кровью, с каждым мгновением приближая меня к Тебе. Я заявляю, что я победитель через драгоценную кровь Иисуса, как говорит мне Ефесянам 1, 7-8, что в нем мы имеем искупление через Его кровь, прощение грехов, по богатству благодати Божией. Умоляю Тебя, Господи, искупить меня от всех болезней и принести полное исцеление моей душе и телу. Я беру власть над каждой силой врага, которая пытается причинить мне болезнь и боль, и я постановляю их уничтожение драгоценной кровью Иисуса. Я полностью погружаюсь в Твою очищающую кровь от макушки моей головы до подошв моих ног и твердо стою против любого физического или духовного нападения на мое здоровье через кровь Иисуса Христа и веру в Твое Слово. Силой Твоей крови я отражаю все силы зла, которые могли вторгнуться в мою жизнь и тело. Я приказываю им уйти и никогда не возвращаться во имя могущественного Иисуса. Я твердо постановляю, что я благословлен полным исцелением через кровь Иисуса, и я торжествую над каждой болезнью, немощью, горем и болью через драгоценную кровь нашего Господа. Господь Иисус, Твоей крови более чем достаточно для меня. Оно дарует мне свободу, и я вечно благодарен за целебную силу, которую оно приносит. Я подчиняюсь Тебе всем своим существом, отдавая всю свою боль, переживания, сомнения и страхи. Я приглашаю Твой Святой Дух обитать во мне и принести восстановление и исцеление в мою жизнь, сердце, разум, тело, душу и дух. Даруй мне внутренний мир, Господи, чтобы мое тело было спокойно и функционировало в добром здравии. Я признаю свою потребность в Вашем исцеляющем прикосновении во всех областях моей внутренней ранимости и освобождаю свое сердце от всего непрощения, выбирая прощать тех, кто причинил мне боль. Я приказываю каждому духу, вошедшему в мое тело из-за отсутствия прощения, уйти и быть брошенным к ногам Иисуса. Ты, Господи, обещал облегчение от всех бед,
и я молюсь об исцелении и утешении в Твоих любящих объятиях. Твое слово в Исходе 23-25 стихе заверяет нас, что, когда мы поклоняемся Тебе, Ты благословишь нашу пищу, удалишь от нас болезни и благословишь нас обильно. Я поклоняюсь Тебе, Господь, и верю в Твое обещание благословения и исцеления. Ты даруешь силу слабым и силу усталым, а я обмениваю свою слабость на Твою силу. В минуты тревоги и смятения я прошу внутреннего покоя, который успокоит мое тело и укрепит хорошее физическое здоровье. Укрепи меня, Господь, чтобы я сделал следующий шаг и даровал мне свою благодать, раскрывая свою силу через мою слабость. Прости меня, Господь, за попытку самостоятельно справиться со своими проблемами со здоровьем. Настоящее исцеление и помощь исходят только от Вас. Восстанови мое здоровье, освободи меня от всех болезней и боли и дай мне смелость и силу двигаться вперед с надеждой и радостью, занимаясь своими повседневными делами. Я выступаю против каждой стрелы болезни и немощи, которую враг может попытаться пустить в меня. Я заявляю, что каждая стрела болезни вернется к своему отправителю во имя могущественного Иисуса. Позвольте вашей целительной силе свободно течь по моему телу, исполняя ваши обещания в Псалме 43, поддержать, освежить, укрепить и полностью исцелить меня от всех болезней. Я заявляю о наследии здоровья и благополучия, которое вы обещали своим детям. Пусть Твоя целебная сила течет через меня с головы до ног, из глубины моей души на поверхность моей кожи. Я славлю Твое имя, Господь, за Твое постоянное исцеляющее присутствие в моей жизни. Небесный Отец, я взываю к Тебе. Начинайте каждый день с молитвы, зная, что Бог присутствует и направляет каждый ваш шаг. Вас ждет благословенный день. Ищите силы в молитве и просите Бога заменить любые чувства, усталости и беспокойства Его миром. Живите изобильной жизнью, которую Он запланировал для вас. Даже если вы не можете полностью постичь Божий план для вашей жизни, помните, для Него это не сюрприз. Его время безупречно, и все будет хорошо. Вы верите в это? Если да, провозгласите «Аминь». 2 Царств 22:2 гласит: «Господь – моя скала, моя крепость и мой избавитель». Доверьтесь Божьему идеальному времени. Вы будете приятно удивлены тем, как все сложится в ближайшее время. Ваша нынешняя ситуация ведет вас к благословению. Бог сделает в несравненно большем, чем все, о чем вы можете попросить или подумать. Доверьтесь Ему, потому что Он любит вас. 1 Коринфянам 13:4-8 описывает качество любви, подчеркивая, что любовь никогда не перестает. Бог удаляет людей из вашей жизни по какой-то причине. Он закрывает двери, когда это необходимо, и открывает их, когда вы готовы. Отношения можно восстановить, но Божий план всегда восторжествует. Исайя 41:10 напоминает нам не бояться, ибо Господь, Бог наш, будет с нами, куда бы мы ни пошли. Аминь. Когда Бог дает вам новое начало, избегайте повторения старых ошибок. Пришло ваше время сиять и принять трансформацию. Заведите хорошие привычки, начните новый план тренировок, прочитайте ту книгу, которую вы давно хотели прочитать, и решительно следуйте своим целям и мечтам. Бог работает в вашу пользу. Вы призваны оказать существенное влияние на мир. Всегда помните, что вы любимы и обладаете невероятной силой. Бог говорит: «Дитя мое, ты слишком много волнуешься. Помни, кто я.
Для меня нет ничего слишком трудного. Доверьтесь Его непоколебимой любви и божественной мудрости. Ваш прорыв уже не за горами. Что-то чудесное приближается к вам и принесет счастье в вашу жизнь. Верите ли вы в силу кармы и Божьего благословения? Если да, скажите «да». Спасение доступно каждому, кто взывает к Господу о помощи. Ваше доверие к Богу будет вознаграждено безмерно. Его обещания истины, а Его любовь непоколебима. Однажды ты оглянешься назад и поблагодаришь Иисуса за все, что Он сделал в твоей жизни. Боль, слезы, борьба – все они были частью Его божественного плана. Ваш прорыв здесь. В праведности вы утвердитесь. Никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно. Говорите слова исцеления, благословения, благосклонности, процветания и мира в свою жизнь. Ваша ценность не уменьшается из-за того, что кто-то этого не видит. Бог чудес может превратить невозможное в реальность. Его сила безгранична. Пусть наши уста наполнятся хвалой и славой Богу. Он не источник наших бед, но наша помощь в трудную минуту. Для Бога нет ничего невозможного. Он Альфа и Омега, чудотворец и ваш постоянный спутник. Размышляя над глубокими стихами Псалма 23, 1, 3 и Псалма 35, 1, 3, вы вспоминаете о непоколебимой любви и защите Бога. Он наш пастырь, кормилец и наставник. В Его присутствии мы не будем хотеть. Он ведет нас в место покоя, где наши души обретают покой. Обновление, ведя нас по спокойным водам, утоляя нашу духовную жажду. Даже когда мы пройдем долину смертной тени, мы не убоимся зла, ибо Он с нами. В эти опасные времена молитесь против всех тайных злых действий, направленных на то, чтобы причинить вам вред или уничтожить вас. Пусть ваши ангелы направят вас и сорвут планы нечестивцев. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями, пусть ангел Господень будет рядом с вами. Благодарите Господа за драгоценный дар жизни, Его постоянное присутствие, заботу, любовь и благодать. Ты наш свет, наше спасение, сила нашей жизни, и мы не будем бояться. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Бог говорит: добро пожаловать в новый месяц, наполненный новыми шансами, благословениями и, да, некоторыми трудностями. Но не бойся, я здесь, чтобы провести тебя через все это. Я дорожу тобой, дитя мое. Будьте уверены, даже когда мир кажется пугающим, Бог всегда рядом, чтобы направлять вас. Давайте вместе изменим вашу жизнь раз и навсегда. Также поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей. Давайте охватим 1 миллион человек. Не забудьте поделиться, сказав: Бог говорит вам это сегодня. Не игнорируйте это, подпишитесь на наш канал, чтобы получать такой вдохновляющий контент. Пусть любовь и благодать Божия всегда присутствуют в вашей жизни. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Быть посему. Аминь. Ах, и теперь эти 2 видео появляются на вашем экране. Если какой-либо из них привлечет ваше внимание, это может быть уникальным знаком. Так что нажмите на один из них и смотрите. Увидимся там.